Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную и теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Горячие новости. О ком, о чем вы должны узнать незамедлительно, прямо здесь и прямо сейчас. Загадайте, пожалуйста, на себя, на новости загадайте. И давайте посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, мои хорошие, отсыпочка общая, пожалуйста, об этом не забывайте. Чужого не берите, но и свое не пропускайте. Смотрите, с левой стороны человек в маленькой лодке. Человек пытается поймать какой-то попутный ветер. Человек очень сильно спешит к вам, спешит в вашу жизнь. Вот этот человек что-то имеет вам дать, предложить, принести, привезти, передать. Что-то у этого человека есть именно специфическое, именно для вас. Смотрите, это незваный гость, либо человек, который по чьей-то просьбе стремительно мчится с попутным ветром в вашу жизнь. Что-то вам принесут, что-то вам привезут. Подарки, передачи, посылки, важные письма, там, нужные документы, весточку от кого-то могут передать. Это как посланник. Посланник, и он с попутным ветром мчится и практически уже врывается в вашу жизнь. Смотрите, чтобы вы с этим человеком не разминулись. Да, может быть такое, что человек придет, а вас нет дома. Вот вы там либо соседей предупредите, либо по возможности будьте дома. И опять же телефончик, да, чтобы телефончик всегда был рядом, и незнакомый номер может вам позвонить. Да, человек вас не знает, но человек мчится, чтобы вам что-то отдать, передать, подарить. Что-то есть у этого человека. Этот человек уже практически на подходе к вам. Дальше, мои хорошие, смотрите, видите этот бугорочек? Бугорочек, который вы просто вот одним каким-то шагом перешагнете. Бугорочек — это проблема. Проблема, сложная ситуация, вот что-то такое неприятненькое, что с вами случилось, либо происходит сейчас. Не время печалиться, время действовать. Вы этот бугорочек, он маленький, он крошечный, вы просто перешагнете одним шагом. Вот так переступите и дальше пойдете. Не время вам останавливаться, не время кричать караул, там, ждать помощников, защитников, заступников. Вы и сами с этим справитесь. Возьмите ситуацию в свои руки и просто переступите. Не так-то он и страшен. Крошечный, смотрите, вообще холмик. Маленький такой холмик, невзрачненький холмик. Скорее всего, вы то ли испугались этой проблемы, то ли какое-то впечатление у вас прям такое пошло, обманчивое, что, о боже, беда, горюшка. На самом деле ничего страшного. Вы из не такого выпутывались. Поэтому переступайте, идите дальше. В следующем моменте нам показывают человека, подобного собаке. Собака, которая стала на задние лапы. Кто-то из ваших приятелей, друзей перед вами чем-то провинился. И этот человек будет выслуживаться перед вами. Вот. Если хотите, можете прям веревки видеть из этого человека. Человек будет готов на все, лишь бы выслужиться, лишь бы вы его простили. Видно, рыльца немножко пушку, да, что-то там сделал, либо наоборот не сделал. А теперь очень-очень сильно переживает и очень боится, что вы откажетесь от общения, откажетесь от отношений, от дружбы откажетесь. И прям, смотрите, служит, да, на задних лапках стоит. Вот, смело пользуйтесь. И человеку будет приятно, да и вам тоже будет выгодно.
Вот, не стоит смущаться, не стоит обижаться. Помните, да, что на обиженных воду возят. Каждый может ошибиться. Каждый. Никто от этого не застрахован. Здесь человек не специально, но очень совестливый у вас друг, либо подруга, поэтому будет выслуживаться перед вами. Так, здесь у нас две змеи, как будто бы в клубок свелись. Вот. Какие-то люди нашли друг друга. Люди змеям подобные. То есть злые, ядовитые, токсичные. Вот они друг друга нашли. Нашли, в клубочек свились, и все, они друг другом занимаются. Ваши недоброжелатели, либо люди, с которыми у вас очень острые, напряженные взаимоотношения, может быть, там всякие враги, завистники и прочие там мерзкие, пакостные люди. Вот они друг друга нашли, вместе друг за друга зацепились, и теперь им не до вас. То есть они переключились с вас на вражду с друг другом. Понимаете, вот так клубком катаются, друг друга покусывают, причем очень жестко покусывают. Для вас время передышки, для вас время освобождения от, извините, этого напряжения вражеского и возможность наконец-таки что-то свое себе то ли вернуть, то ли забрать, то ли урвать. Извините за это слово, но вот правда, идет такое слово из потока, значит, вы об этом думали. Вот, враги друг другом заняты, а для вас, как говорится, все дороги, все пути открыты. Не тратьте зря время и делайте то, что нужно сделать. Дальше, мои милые, куда-то вас скоро позовут, по крайней мере, люди об этом говорят. Позовут, как будто бы... Ну, здесь как приглашение идет. Вот мы там соскучились, там приходи, приезжай, давно не виделись. А на самом деле у этих людей какая-то задняя мысль есть. Вас где-то, возможно, припахать. Ну, в прямом смысле слова, да. Вы придете, и скажете: ой, нам так тяжело, ой, нам надо убраться, нам надо сделать то, нам 5-10. Помоги, да, сделай, возьми на себя. Вот с такой целью, понимаете, скоростью зовут. Не потому, что соскучились, не потому, что они хорошие и приятные люди, а потому, что они корыстные, не хотят тратить свои силы, свое здоровье, свои деньги, поэтому решили вот за счет вас закрыть какие-то свои нужды. Имейте это в виду, а особенно остерегайтесь приглашений от своих родственников. Вот там 100% вас к чему-то припашут, причем тяжелому, неприятному и достаточно грязному. Такое даже предупреждение вам выходит. А здесь у нас какой-то мужчина при параде, причем весь такой в лоске, в шике, в блеске, пытается вас как-то со спины к себе повернуть. Возможно, это поклонник, которому вы отказали, и он такой: нет, я не сдамся, я ее добьюсь, костьми лягу, но ее получу. Либо это мужчина ваш, вы на него, скорее всего, обиделись, либо там сказали ему свою фи, вот, и он такой: не-не-не-не, нет, надо ее к себе развернуть. Негоже, да, негоже, чтобы она на меня обижалась. Девочки, тут представление с выходом. Он весь красивый, он весь нарядный, помоется, почистится, перышки там пригладит, и к вам, куда-то вас тоже либо звать, либо приглашать, либо какой-то вечер вам устроить, такую развлекательную программу. Как-то вот хочется ему повернуть вас к себе. Ну, а если это надоедливый поклонник, очередная попытка вас добиться. Вот слов человек не понимает. Не понимает, потому что ушки у него в трубочку свернулись, да, и сердечко его ведет. Ну, правда, вы ему очень нравитесь. Здесь нет никаких задних мыслей. Вот нравится мне женщина, хочу ее завоевать. И хоть 1000 раз скажи нет, он все равно будет к вам приставать. То есть очень навязчивый и такой, знаете, не сдается, борец, да, он борец. Ну, вот со спины он вас трогает, вот спину вас так чуть-чуть подталкивает, говорит: привет, это я опять в те же лыжи стал. Ну, если нравится, если ваш, то, может, и простите, потому что он действительно постарается. Но если надоедливый поклонник, ну, девочки, разбирайтесь сами. Что я могу сказать? Вижу, что он принципиальный, вижу, что он прям настроен на вас всеми фибрами души. Сложно вам будет от него избавиться, да, сложно будет с ним распрощаться. Будет вас добиваться, да, измором будет брать. Ну что поделаешь? Влюбился. Любовь, сильное чувство, вон, смотрите, горят. Ну что ж, ждет вас приключения с этим вот бравым
с иголочки одетым мужчиной. Дальше, мои хорошие, кому-то вы недавно с какой-то просьбой обращались. Может быть, даже в письменном виде подавали, может быть, там, к начальнику своему обращались, может быть, в какие-то структуры обращались с какой-то просьбой. Вижу, что просьбу вашу как-то удовлетворят, но то ли частично, то ли как-то половинят ее, то ли не совсем так, как вы этого хотели. Но все равно как бы плюс идет. Ага. Тут, если вы хотите, чтобы было по-вашему, нужно более, наверное, конкретизировать, либо еще раз попросить, чтобы там сделали, доделали, переделали в конце концов. Ну, а если и так сойдет, то я вас поздравляю, да, просьба ваша скоро будет выполнена. Так, в самом центре показывают ангела, который очень широко расставил над вами крылья. Кстати, не только над вами, но и над вашими близкими, родными, любимыми людьми. В ближайшее время в вашей жизни, в жизни ваших близких людей будут происходить очень странные события, очень странные явления. Как будто бы жизнь ваша будет пропитана мистикой. Какие-то знаки, знамения, сны, предсказания, вот это дежавю. Что-то будет вот в таком ключе происходить. Не бойтесь. Это именно ангельская защита. Вам даются знаки, вам посылаются подсказки, и ангел вас ведет. Вот. И ваших близких тоже. Это не чертовщина, наоборот. Это не от лукавого, это от светлого. Вот. Не бойтесь этого. И не забывайте хотя бы мысленно, хотя бы своими словами ангела-хранителя благодарить. Вот. Прям совсем будет хорошо. Да, мистики будет много. Случайных совпадений, случайных событий. И все это, знаете, вот прям как накатывает. Накатывает, и вы такая: что делать? Все хорошо, все в порядке. Ангел защищает. Оберегает, защищает. Вот какой-то сложный этап в вашей жизни, либо сложный переходной период в вашей жизни. И вот ангел прям вмешивается в вашу жизнь. Вмешивается, крылышки расставил и ведет вас под своими крылышками. И еще, кстати, кого-то из ваших близких. То есть не только с вами это будет происходить, но и с вашими близкими. Это очень сильный знак, очень хороший знак. Вас очень хорошо характеризует. Ведь ангелы помогают только хорошим людям. И никогда плохим. Так, в следующем моменте. Встреча вас неожиданная ждет. Причем неожиданной эта встреча будет только лишь для вас. А человек, кого вы встретите, как будто бы вас искал. Искал, разыскивал и найдет. Сделает вид, что это все, конечно, случайно, что вот я тут случайно стою, да, мимо прохожу случайно, там в первый раз в этом районе оказался. Ну, в общем, поиграет с вами. Но на самом деле человек вас искал, и у этого человека есть какое-то либо желание, либо цель. Но вы это все поймете, вы это все узнаете. Почему человек схитрит? Вот это вопрос, кстати. И я бы на вашем месте человеку его прям в лоб, да, задала бы. Почему ты хитришь, почему правду не говоришь? Вот, вижу, что вы очень нужны этому человеку, но не могу понять для чего. Вот, встреча для вас случайная, для этого человека спланированная. Искал, нашел, и вот с вами встречается. Ну, это может быть и женщина, а может быть и мужчина. Дальше, мои милые, какое-то странное поведение того, кто старше, кто главнее. Человек старше вас по возрасту, ну, либо человек и старше по возрасту и высокую должность занимает. Человек будет себя вести, как будто бы пчелы покусали, да, причем бешеные пчелы. Агрессивно, импульсивно, колкий, грубый. Такой, знаете, прям хочет сорвать и метать. Вот такое поведение, вот такое отношение. Не берите близко к сердцу. У этого человека в доме что-то случилось, либо происходит. И человек, вот весь этот пар выпускает на работе, на служащих, либо на тех, кто рядом, да? Ну, если это родственники. Вот, не берите в голову дурного. Все пройдет. Как только в доме все наладится, а оно точно наладится, человек сразу же изменится, сразу же подобреет, станет сам собой. Вот. И потом этот человек еще и вам будет очень сильно благодарен за то, что вы проявили выдержку и такт, да, и терпение. Что вы там не сорвались в ответку, что вы там не рассорились, там гадости не наговорили, что вы с пониманием отнеслись.
Да, это может быть и мужчина, и женщина, но человек старше по возрасту, ну, либо занимает более высокую какую-то, ну, социальную ступеньку, да, там, начальник, руководитель, что-то есть в этом. В доме проблемы, и человек пар выпускает на окружающих, либо на подчиненных. Ничего здесь, не, ну, это, конечно, неприятно, но и криминального ничего тоже нет. Сами себя вспомните, когда у вас проблемы, там кошки на душе скребут. Конечно, вы не ходите и не улыбаетесь людям. Да, вы в себе, вы можете срываться, вы можете быть немножечко, знаете, так на металле. Это бывает. Это не смертельно. Главное, что человек вам потом будет очень благодарен за то, что вы это все вытерпели, на душу приняли. Вот. Звучит, конечно, ну так себе, но с другой стороны, все со всеми бывает. Да? Не судим и не судим будешь. Дальше, мои хорошие. Вижу я, что какой-то человек хочет с вами сблизиться. Если вы женщина, то мужчина хочет сблизиться. Если вы мужчина, то женщина хочет сблизиться. Но человек открыто об этом не говорит. Человек какой-то хитростью будет этого добиваться. Но если на работе, то коллега может там ошибку сделать специально, да, и потом вас попросить, чтобы вы помогли разобраться. Ну, то есть какой-то хитрый маневр. Как-то мне это не нравится. Если все начинается с хитрости, с таких вот уловок, в принципе, человека это характеризует. Не с лучшей стороны. Не с лучшей. Вы повнимательнее отнеситесь к тому, кто будет с вами сближаться, и ну, немножко дистанцию сохраняйте. Несмотря ни на что, сохраняйте. Вам это точно не повредит. Пока не разберетесь, что за человек, лучше сохранять дистанцию. Дальше, мои милые. Вижу, что с кем-то вы будете бороться. Может быть, даже в прямом смысле этого слова. Конечно, я искренне вам этого не желаю. Вот, но борьба какая-то, противостояние, даже не борьба, а противостояние. Вот как будто бы правоту свою будете доказывать, либо свои права отстаивать. Тот, с кем вы будете бороться, ну давайте так, человек не глупый, это первый момент. И второй момент, это человек, он слишком, знаете, какой упрямый, что ли, и не терпит поражения. Вот. И это сложно будет отстоять свою правоту, и, возможно, у вас даже это не получится, либо не получится там с первого раза. Вот. Подумайте несколько раз, стоит ли оно того или нет. Может быть, в какой-то ситуации стоит так прикрыть один глаз, да, там, махнуть рукой и сказать, да, ну тебя, да, главное, чтобы конфликтов не было. Вот. Ну, если вы уж тоже принципиальный человек, то тут, конечно, придется потягаться. Вплоть до того, что, ну, правда, придется вот побороться. Вы меня извините, но такая информация идет. Если не принципиально, махните рукой. Вам плюс пойдет в карму. А этот человек успокоится. Если принципиально, ну, тогда готовьтесь к тому, что нужно будет действительно приложить достаточно серьезные усилия. Вот. Цена вопроса. Да, здесь главная цена вопроса. Ну, вас здесь больше как предупреждают. Да, непримиримый соперник, да, либо непримиримый противник. Но человек, в принципе, неплохой. Ну вот горячий вижу, очень горячий. Да и вы тоже можете горячностью обладать. Дальше, мои хорошие, вижу, что спина, что-то со спиной. Спина болит, заболит. Как-то некомфортно себя можете почувствовать. Знаете, как я вижу? Я вижу, что вы себя, возможно, запустили. Вы вспомните, когда вы последний раз там массаж делали, либо какую-то вот там эту лечебную физкультуру, когда делали. Здесь как будто бы какие-то, не знаю, то ли отложения солей, то ли застойные явления, то ли соединительные ткани, что-то в таком ключе. Я не медработник, я, честно говоря, я в этом не разбираюсь, но вижу, что вам нужен будет какой-то комплексный подход. Если вы не начнете прям с сегодняшнего дня что-то для себя делать, это вам вот прям аукнется болью в спине. Ну, либо какими-то там растяжениями,
ну и прочими неприятностями. Если у вас есть 5 минут свободного времени, хотя бы хоть какую-нибудь, на том же YouTube найдите лечебную физкультуру именно для спины и хоть чуть-чуть какие-то упражнения поделайте. Есть возможность сходить на массаж, идите на массаж, вам там все это разомнут, да, разогреют, все будет хорошо. Ну а так вижу, что спина может схватить. И это прям очень неприятно. Планы ваши нарушит. Да и настроение будет так себе не очень. Вот, тут тоже как предупреждают. Так, еще вижу наглую тройку. Вы, значит, перед ней дверь закрываете, а она в окно. Вы окно закроете, а она в дымоходную трубу. Кто-то очень наглый, беспардонный, такой прям, знаете, ушлый человек. Вот когда этому человеку надо, готов прямо из шкурки выпрыгнуть. А когда не надо, этого человека днем с огнем не найдешь. Вот кто-то появится и будет пытаться себя навязать, либо свои проблемы вам навязать. Вплоть до того, что кто-то из близких и членов семьи. Вот такое вот поведение, фу-фу, неприятное, вот придется вам столкнуться. И сложно будет отказать, да, потому что человек не понимает слова «нет». Вот мне надо и все, вынь да положь. В таком ключе информация. Так, еще показывают мужчину. Мужчину, который хочет вас порадовать. Порадовать каким-то поступком, либо каким-то подарком. Чем-то хочет вас порадовать. Но, я так понимаю, либо не угадает, потому что с левой стороны идет, либо вам не до подарков, не до радостей. Да, какой-то неудачный день у этого мужчины будет. Девушки, я все понимаю, там устала, задолбалась, мужчина бесит. Но вот я вижу, что он для вас старался. Ну, хотя бы спасибо ему скажите, там, чмокните его, спасибо скажите. Вот, он будет рад. Не рубите на корню вот эти все его желания, да, вам угодить. Иначе потом сами будете жалеть и думать, вот почему он мне подарки не дарит, вот почему он ничего не делает. Да потому что вы этого не цените, либо вы этого не хотите принимать. Не обижайте своих мужчин, это важно. Дальше, мои милые, в самом венце дом вверх ногами у вас, дом вверх ногами. Уделите внимание своим домашним вопросам, проблемам, уделите внимание своим домочадцам. Даже вплоть до того, что там отложите свои какие-то рабочие моменты, вопросы, дела и займитесь своим домом, своими близкими. Это очень и очень важно и для ваших близких, и для вас. Вот не могу вам конкретизировать, к сожалению, это общая отсыпка, но дом вверх ногами. В доме, в вашем доме что-то может происходить, либо с вашими близкими что-то может происходить, и вот вы им будете очень сильно нужны. Вот. В таком ключе информация. Здесь тоже больше как предупреждение. Так, мои хорошие, на этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.